Российские власти составляют списки покинувших страну после объявления мобилизации. УВКБ ООН официально подтвердила, что из Таджикистана были депортированы 85 афганских беженцев. Россия просит срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на 2 нитках трубопровода «Северный поток». На западе Ирана задержаны 120 участников акций протеста. Российские власти фиксируют имена граждан, выезжающих из страны после объявленной мобилизации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Интерфакс. У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал, сказал Володин. Он не уточнил, с какой целью составляются списки, и заявил, что уехавшие вернутся. Из-за очередей на границах многие уезжающие оставляют в России свои автомобили. Председатель Думы предложил передавать эти машины семьям военным. Так будет правильно, заявил он. В качестве законодательной инициативы такое пока не предлагалось. Ранее, 28 сентября, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов напомнил, что граждане, уехавшие после объявления мобилизации, могут вернуться в любой момент без правовых последствий. Но серьезной моральной ответственности кое-кому из давших дёру не избежать, отметил он. Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН заявило, что из Таджикистана были принудительно выдворены 85 афганских беженцев. Международные организации неоднократно призывали Душанбе прекратить депортацию граждан Афганистана. Представительство УВКБ ООН в Таджикистане официально подтвердило выдворение из Таджикистана в период с 16 августа по 6 сентября 85 граждан Афганистана. Однако не исключено, что о некоторых случаях депортации представительству неизвестно, отмечается в письме. Сотрудники представительства УВКБ ООН в Таджикистане отмечают, что у одного из высланных афганцев было удостоверение беженца ООН. Другие выдворенные афганцы имели с собой документы, выданные официальными властями Таджикистана, или были искателями убежища и имели соответствующий статус, утверждают они. В августе афганские беженцы в письме на имя президента Таджикистана заявили, что их забирают прямо с улицы или из дома и везут до границы с Афганистаном. Беженцы попросили Эмомали Рахмона остановить процесс принудительного возвращения беженцев и просителей убежища в Афганистан, где у власти сейчас стоят талибы. Некоторые афганцы подвергли критику УВКБ ООН за то, что молча наблюдают за нарушением прав беженцев. В свою очередь, представительство УВКБ ООН в Таджикистане отметило, что ситуация с афганскими беженцами неоднократно обсуждали с властями Таджикистана и председателем Таджикистана в ООН, однако официальных комментариев со стороны Душанбе так и не последовало. Российская сторона запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на 2 нитках трубопровода «Северный поток». Об этом сообщил ТАСС первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против 2 ниток «Северного потока». Ожидаем его проведения завтра, написал Полянский в своем телеграм-канале. Заседание назначено на 30 сентября. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщила в телеграм-канале Генеральная прокуратура Российской Федерации. Дело завели по материалам Генеральной прокуратуры по части 1 статьи 361 Уголовного кодекса «Акт международного терроризма», по которой грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы. В ведомстве посчитали, что Россия понесла существенный экономический ущерб из-за произошедшего. Компания-оператор Nord Stream 26 сентября зафиксировала падение давления в обеих нитках Северного потока. В последнем впоследствии нашли дыру. В трубопроводах содержалось в общей сложности 778 миллионов кубометров природного газа. В районе датского острова Бронхольм после этого произошла утечка. Сейсмологи этой страны заявили, что неподалеку от места, где она началась, произошло несколько мощных взрывов. Власти европейских стран назвали произошедшее грубым саботажем. Премьер Польши Матеуш Моровецкий не исключил, что он спровоцирует дальнейшую эскалацию ситуации на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен со ссылкой на предварительные данные допустил, что работу газопроводов могли саботировать, но не стал это подтверждать.
В Кремле, в свою очередь, опровергли причастность России к утечкам и назвали подобные допущения предсказуемо глупыми. Этот газ стоит очень много денег, и сейчас этот газ улетучивается в воздух, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что российские власти пока не знают, что конкретно случилось с трубопроводами. В Астане-Луристан на западе Ирана задержано 120 человек в ходе акции протеста, вспыхнувшей в стране из-за смерти 22-летней Махсы Амини. Как сообщает агентство ИРНА, генпрокурор Луристана Мухаммад Рези посетил семью погибшего в несанкционированных акциях в Тегеране сотрудника сил безопасности Фарида Керимпура. Во время визита генпрокурор отметил, что в Луристане в связи с последними событиями задержаны 120 человек, против которых имеются многочисленные обвинения. На фоне событий в Иране силы безопасности начали войну арестов демонстрантов, участвующих в акциях протеста и угрожающих общественной безопасности. Итак, 739 человек были задержаны в Гиляне, 450 в Мазандеране и 180 в Иламе. Студенческий союз Тегеранского университета сообщил о задержании не менее 30 студентов, а профсоюз журналистов Тегерана – 10 сотрудников СМИ. Предполагается, что в целом во время акции протеста в Иране задержано более 2000 человек. В Иране продолжается протест из-за смерти 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после задержания патрулем местной полиции нравов. Из-за неправильно надетого хиджаба Амина была задержана 13 сентября и скончалась в больнице 16 сентября. По неофициальным данным, в результате протестов, переросших в акты насилия, погибло по меньшей мере 41 человек, в том числе силовики.